На этот раз в обсуждении вопроса о согласовании предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги принял участие представитель Госкомитета по тарифам республики. И вновь мнения собравшихся за круглым столом разделились. С одной стороны, ресурсоснабжающая организация в лице Баш-РТС, намеренная с 1 июля 2016 года повысить тариф на тепловую энергию на 7,2%. И с другой, члены комиссии, в составе которой представители городадминистрации, а также депутаты Совета городского округа, которые против столь ощутимого повышения стоимости коммунальных услуг. Аргументов достаточно у обеих сторон. Одни таким образом пытаются избежать убытков, другие – волнения в обществе, которые в конечном итоге могут привести к социальному взрыву. У нас 16 тысяч пенсионеров по городу. У нас город 63 тысячи, если его разбить по категориям, у нас работающего населения 24 тысячи всего, из которых и тоже многие имеют задолженность, из них высокооплачиваемых 1%. О том, что наибольшее количество обращений от населения касается тарифов на жилищно-коммунальные услуги, говорил и председатель Совета городского округа Юрий Лысенко. Ему, как человеку, часто встречающемуся с горожанами, практически ежедневно приходится сталкиваться с возмущением по поводу завышенной стоимости коммунальных услуг. Вот на 14 рублей 69 копеек квадратный метр дороже. А что нам ответить? Зачем? Для чего городской совет, зачем депутаты существуют? Мы не можем защитить. Тем более они ведь знают, говорят, это побочно идет отопление. Почему, говорят, так? Сказали, что дешевле будет, а у нас наоборот дороже получилось. Они, знаете, что говорят? Давайте откажитесь от Баш-РТС, верните снова в Сибай, пусть Сибайска будет теплосеть, работает как положено. Такие вот предложения носят. В том, что горожане возмущены, представители общества Баш-РТС, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Госкомитета республики смогли убедиться сами. В заседании комиссии принял участие и представитель общественности. Почему разбрасываете вы на 12 месяцев? Надо брать по факту 7 месяцев отопительный сезон. Получается у нас не 43 рубля 65 копеек, а 75 рублей 20 копеек за отопительный сезон. Таких расценок нигде нет. В России нет таких расценок. По словам директора общества с ограниченной ответственностью Баш-РТС «Стерлитамак» Руслана Овчинникова, ранее инвестиционная программа организации содержала объем работ лишь по восстановлению и поддержанию имеющегося основного фонда. Возможность рассчитывать на строительство, обновление и модернизацию системы теплоснабжения не предоставлялась из-за нехватки средств. Потому с 2015 года в стоимость тепловой энергии включена инвестиционная составляющая. В состав инвестиционной составляющей включены мероприятия, предусмотренные инвестпрограммой на 2016-2018 годы, согласованный с администрацией города и утвержденный в МЖКХ Республики Башкортостан. Как оказалось, Сибай не вошел в инвестиционную программу на 2016-2018 годы, и это вызвало критику со стороны народных избранников. Нам сейчас опять предлагается повышение, но Сибай сейчас в инвестиционной программе его то есть нет. В 2016 году у нас никаких мероприятий уже здесь проводиться не будет. И сейчас у нас будет вот это вот повышение. Скажите, как нам людям объяснить, что это повышение вот происходит, за счет чего, что нам говорить? Прийти к единому мнению и найти компромисс не удалось и на этот раз. К тому же ресурсоснабжающая организация не предоставила в полном объеме информацию, запрашиваемую членами комиссии. Остался открытым и вопрос по установке приборов учета тепла в тех домах, где это было запланировано. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Шангареев призвал членов комиссии принимать решения, учитывая все факторы. Когда вы будете принимать решение, я все-таки просил не подходить вот так вот, только вот исходя из местных условий, что нам надо вот столько делать. Они сделали, через некоторое время вернуться, значит, может быть, вложат больше. Понимаете, если вы сегодня скажете, вы не вложили нам, не вкладываете деньги, и мы не поднимем тариф, хорошо, пройдет 3 года, через 3 года они придут к вам и скажут, пришло время, когда в Сибай надо сделать вот столько, вот столько, вот столько. И тариф для этого надо повысить в городе Сибай в 2-3 раза. Вы этого сделать не сможете. Вопрос повышения тарифов на оплату комуслуг был рассмотрен на уровне Госкомитета по тарифам, который как раз-таки и является регулирующим органом в этой сфере. Но процедура государственного регулирования раньше она была ограничена предельными индексами, отраслевыми, да? И только вот с 2016 года уже, значит, это право представительным органам. Депутаты обращаются к главе республики с предложением, действительно, где подтянуть, какой вид деятельности, чтобы была эффективная отрасль коммунальная. У нас действительно 11 муниципальных районов, которые обратились к главе республики. У них совокупная плата граждан составила 12,8
рост совокупной платы граждан. При этом тарифы на воду выросли 25%, ну, скажем, от 20 до 25%, и тепловая энергия выросла до 15%. Вот такая ситуация вот по итогам тарифной кампании 2016 года. Членам комиссии и представителям БашРТС предстоит встретиться еще раз, вновь обсудить наболевший вопрос тарифов за тепло. Возможно, следующее заседание поставит точку в этом вопросе. Луиза Мустафина, Радмир Исюнгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.